Здравствуйте! В эфире Пятого канала информационная программа «Новости», в студии Татьяна Маннова. Сегодня в выпуске. Инициативные жители Интинского округа продолжают участвовать в региональных программах. В следующем году будет реализовано более 10 народных проектов. Проблемы со здоровьем – не повод унывать. В Международный день инвалидов для горожан с ограниченными возможностями организовали культурную программу. Инта готовится к Новому году. На площади Ленина полным ходом ведутся работы по возведению снежного городка. Знакомство с профессией летчика. Юноармейцы отметили Международный день гражданской авиации и поздравили пилотов с их профессиональным праздником. В Республике Коми отобрали народные проекты, которые будут реализованы в 2022 году. В Инте воплотят в жизнь 13 инициатив. Большинство проектов народного бюджета реализуют в селах округа. В конце ноября состоялось заседание Межведомственной комиссии по отбору народных проектов на 2022 год. Там был утвержден перечень, состоящий из 505 народных проектов на общую сумму из республиканского бюджета более 286 миллионов рублей. В Инте в следующем году реализуют 13 проектов в различных направлениях. Это более 6 миллионов рублей с республиканского бюджета, и местное финансирование – это не менее 10%. 5 из 13 – это проекты в села, очень радует это. И хотел бы сказать именно вот о этих проектах. Я считаю, что они значимые. В сфере физической культуры это обустройство плоскостного спортивного сооружения в ПСТ «Абись», то есть спортивное сооружение, такое, какое мы в этом году поставили в Петрунях, точно такое же будет сделано в ПСТ «Абись». В сфере благоустройства это обустройство детской игровой площадки в селе Петрунь. Петруньцы просили нас, инициатива была поддержана, и вот в 2022 году детская площадка будет сделана. Также прошел проект ремонт моста в селе Озеровом через ручей. Жители тоже уже не первый год просят об этом, латают своими силами. Сейчас мы сделаем, в 2022 году сделаем уже хороший ремонт. И в Косевоме второй год обустраиваем кладбище, тоже проект прошел. Также в селе Косевом народный проект прошел, это ремонт скважины, павильона скважины. В этом году мы делали в Петрунях, и сейчас будем в 2022 году делать в Косевоме. Сельчане в последнее время очень активно участвуют в народном бюджете и предлагают все больше идей. Если в самом начале они заявляли проекты только по этнокультурному развитию, то в последние годы активнее всего реализуются проекты по линии благоустройства. Считаю, что из-за такой активности столько проектов прошло в селах, поэтому еще раз призываю жителей, как и в городе, так и в селах, участвовать, выражать свои мнения, свои идеи. Мы поддержим, поможем и заявимся в республику. В сфере культуры и в области этнокультурного развития отбор прошли 2 проекта Центральной библиотеки. Это студия создания медиа-контента «Чукуль-Мукуль» и проведение литературно-фольклорного фестиваля «Ловья-Кыв». Также в следующем году будет обустроено плоскостное спортивное сооружение по адресу улица Куратова, дом 70. В сфере образования инициативы одобрили гимназию номер 2, где благоустроят тротуар от центральной калитки к центральному входу, и детскому саду «Рябинушка», который заменит систему фильтрации воды и отремонтирует чашу в бассейне. 2 проекта прошли отбор в рамках подпрограммы «Народный бюджет в школе». Так, в гимназии номер 2 будут организованы спортивные соревнования «Малые Олимпийские игры», а в школе номер 8 оборудуют школьный музей «Создаем историю сами». Инте будет выделено финансирование на охрану окружающей среды. За эти деньги планируется приобрести инвентарь, пакеты, перчатки, веники и другое. Напомним, что все проекты проходят несколько стадий отбора на различных уровнях. Народные проекты проходят несколько этапов рассмотрения. Это сначала народное обсуждение, дальше комиссия на местном уровне. И уже потом отправляем в республику. В республике также комиссионно рассматриваются все проекты уже со всех городов и районов республики.
В ноябре глава региона Владимир Уйба предложил увеличить объем финансирования проектов народного бюджета. Парламентарии уже поддержали эту идею. Данная программа действительно помогает реализовывать нужные проекты, те, которые выбирают сами жители. Ведь именно они предлагают, что в их населенном пункте необходимо изменить или сделать. Минстрой разъяснил ситуацию со штрафами за остекление балконов. Штрафы существовали и раньше, однако с 1 марта следующего года ответственность за это будут нести не только жильцы, но и юридические лица, собственники, сообщила пресс-служба Минстроя. Надзорные органы имеют право применять штрафные санкции при нарушении правил перепланировки и переустройства, а также региональных правил благоустройства, если они содержат требования к внешнему виду зданий, указали в министерстве. С 1 марта в стране начнут действовать новые правила пользования жилыми помещениями, которые в том числе подразумевают наказание за самовольную обшивку или остекление. В ведомстве отметили, что изменения не повлекут за собой появление новых требований. Уточняется, что к общему имуществу в многоквартирном доме относятся только балконные плиты. Парапет, балконные двери, окна – все это относится к личному имуществу, которым собственник распоряжается на свое усмотрение. В то же время внешний вид дома, в том числе остекление фасадов, может регулироваться муниципальными правовыми актами и региональными законами. Санкции за нарушение их положений также определяют местные власти. Ведомство рекомендует жителям перед выполнением работ ознакомиться с правилами благоустройства. Меньше месяца осталось до Нового года. Инта активно готовится к празднику. Совсем скоро во дворах, на территориях детских садов появятся праздничные ели и настоящие произведения искусства, выполненные из снега и льда. Традиционный снежный городок будет возведен и на главной площади города. На центральной площади Инты начались подготовительные работы по обустройству снежного городка. Первым делом подрядная организация взялась за монтаж каркаса новогодней красавицы. Чуть позже конструкцию украсят искусственной хвоей и световыми элементами. Горка зима деревянная уже собрана, горка, которая снежная, большая уже. Значит, основание мы собрали, сейчас деревянные настилы устанавливаются, то есть все, работы идут по графику. 20 декабря мы должны сдать уже весь комплекс работ. Ну, горка, конечно, мы горку закончим раньше, чтобы дети хотят, дети ходят, дети уже ждут, когда горка уже большая будет функционировать, поэтому постараемся быстрее ее сделать. В этом году на строительство городка из местного бюджета выделено 650 тысяч рублей. Работы включают в себя очистку площади от снега, планировку площадей, установку щитов для обустройства ограждения по периметру площади и монтаж опорных стоек для пролетов. Праздничная площадка будет наполнена традиционными атрибутами. Подрядчик установит новогоднюю елку, карусели, качели и фигуры Деда Мороза и Снегурочки. Создать праздничное предновогоднее настроение у горожан планируется развешиванием гирлянд в виде сосулек, лунного света и обычной классической. Как и в прошлые годы, разместят дюралайт – светящийся шлейф со светодиодами. Длина шлейфа 100 метров. Все работы подрядная организация должна закончить к 20 декабря. В Центральной библиотеке прошел вечер отдыха «От сердца к сердцу», посвященный Международному дню инвалидов. В нем приняли участие более 20 членов городского общества инвалидов. Это активные участники объединения, которые занимаются спортом, творчеством, общественной деятельностью и посещают всевозможные мероприятия. Сейчас из-за пандемии члены общества инвалидов встречаются не так часто, как раньше. Но они не привыкли скучать. Вот и в Международный день инвалидов несколько десятков человек с огромным удовольствием посетили Центральную библиотеку, которая уже стала для них вторым домом. Мы периодически встречаемся понемножку. Все. Это у меня же сын инвалид. Я поэтому здесь с ребятами занимаюсь. Со дня образования общества инвалидов. Молодежь, ребята ходят, и в бассейны ходят, и на тренировки на ФОК Западный мы ходим. Вот. И так вот у нас группа «Мы вместе», мастер-класс всегда у Анечки, то ребята всегда приходят, всегда. И участвуют, и все, подделки делают ребята. Стараются ребята. Какие бы они ни были, но они стараются это делать. Вечер отдыха открыли юные музыканты, воспитанники школы номер 8. Гостям они подарили несколько творческих номеров.
декабря отмечается очень хороший и добрый день, Международный день инвалидов. И нам очень приятно, что в нашем городе такое сейчас замечательное общество инвалидов создано, которые друг за дружку все стоят горой. Вместе с вами мы можем решать все вопросы, проблемы, которые возникают. И очень хорошо, что именно в библиотеке теперь вы можете собраться и чай попить, и поговорить, и все свои проблемы обсудить. Я передаю самые теплые слова благодарности от главы городского округа, руководителя администрации Владимира Алексеевича Киселева. Благодарственными письмами администрации за активное участие в деятельности общества инвалидов были отмечены несколько его участников. Галина Алексеева, Маргарита Мацедонская, Раиса Горбунова и Любовь Сапуга. Всем большое спасибо администрации, нашему председателю общества инвалидов и всех, кто принял участие, и, конечно, библиотеку, за предоставление нам помещений и вообще. Они всегда к нам относятся с хорошей точки зрения, поэтому мы всегда будем с ними дружить и со всеми. Всего хорошего. Я думаю, все поддержат меня. Всем гостям вечера отдыха были вручены сладкие подарки от депутатской фракции Интинского отделения партии «Единая Россия». Не понаслышке знаю, что такое проблема инвалидов, потому что сам более 20 лет являюсь инвалидом пожизненно. То есть, в принципе, мне знакомы проблемы, которые возникают в связи с этим. Но, глядя в ваши лица, жизнерадостные, я знаю вас уже много лет, вы участвуете везде и во всех мероприятиях, поэтому я всегда с большой теплотой отношусь к вам, к вашим руководителям. И мы от депутатского корпуса фракции «Единая Россия» подготовили вам небольшие подарочки. Сладкие подарочки, чтобы ваша жизнь была слаще, чтобы у вас было всегда хорошее настроение. Мы в такой теплый, добрый день хотим пожелать вам здоровья, чтобы вы никогда не огорчались, всегда улыбались. Всего вам доброго и светлого. Сейчас кабинет общества инвалидов нашего города располагается в здании Центральной библиотеки на первом этаже. Он переехал туда из социальной защиты. На данный момент кабинет работает по понедельникам и пятницам с 14 до 16 часов. Депутат Инты, местный предприниматель, проявил внимание и преподнес небольшие подарки семьям с детьми с ограниченными возможностями здоровья. В рамках благотворительной акции несколько родителей были приглашены в городскую администрацию для вручения им сертификатов. 3 декабря в Международный день инвалидов в кабинете руководителя администрации родителям деток с особенностями вручили денежные сертификаты. Благотворительную помощь особенным ребятам оказал интинский предприниматель Андрей Озерков. Решили провести такую акцию, чтобы людям, так сказать, которые находятся в тяжелой ситуации, финансовой сейчас в наше времена, то есть оказать помощь материальную нашу по возможности. Помочь, так сказать, празднику им и детям. Мы видим, какая ситуация, что финансы у людей не так велики. И купить хорошие вещи иногда приходится очень долго людям собирать. Тем более детям, которые многодетные, инвалидам, это большая проблема на сегодняшний день у нас. Глава городского округа, руководитель администрации, пожелал крепкого здоровья родителям и их детям. И с удовольствием пообщался с родителями, ответив на интересующие их вопросы. Очень приятно то, что детки инвалиды, и то, что им, хоть какая-то забота, хоть наше государство не сильно заботится о детях. Желательно бы, чтобы почаще были такие счастливые моменты. Родители деток с особенностями были очень растроганы таким вниманием и заботой. В Центральной городской больнице проводится диспансеризация и профилактические медицинские осмотры. Интинские врачи призывают горожан уделить пристальное внимание своему здоровью, особенно людям, которые переболели коронавирусом. Диспансеризация проводится в определенные возрастные периоды, профилактические медосмотры ежегодно. По словам врачей, сейчас особенно важно обследоваться переболевшим ковидом. Для таких пациентов предусмотрена специальная программа, направленная на выявление последствий, которые могли наступить в организме после коронавирусной инфекции. Она была введена только в этом году приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации. Начали мы ее проводить с 1 июля 2021 года. Направлена она на выявление каких-то последствий, осложнений после перенесенной ковид-инфекции.
То есть начинается она у пациентов, которые перенесли эту ковид-инфекцию где-то через 61 день после их выздоровления. Так как сейчас эта инфекция достаточно новая, да, еще никто толком не знает, какие могут быть ее отдаленные последствия, поэтому мы хотим все-таки изучить их, да, что чаще всего происходит с организмом после этой инфекции. Значит, на диспансеризацию приглашаются пациенты, которые официально перенесли ковид, то есть был подтвержденный мазком, ПЦР. Те, которые перенесли, как бы, так скажем, на ногах, неофициально, и потом сдали антитела, такие люди здесь пока не учитываются. И в основном приглашаются на диспансеризацию люди, перенесшие в средней и в тяжелой форме это заболевание. Хотя, в принципе, те, кто перенес в легкой форме, они могут тоже пройти диспансеризацию, эту углубленную, по желанию. Для всех пациентов определен перечень врачей, лабораторных и диагностических процедур. Во время прохождения диспансеризации горожане могут получить консультацию терапевта и ряда узких специалистов. По результатам комплексного медосмотра каждый пациент получает подробную информацию о состоянии своего здоровья. Диспансеризация переболевших ковидом проводится в 2 этапа. Первый этап, который проходят все, это заполняют анкету, там несколько другая форма, отличающаяся от той, что по диспансеризации. Всем определяются сатурация кислорода в крови, то есть пульсоксиметрия, проводится спирометрия, то есть проверка функции внешнего дыхания. Если не было там флюорографии, рентгена или компьютерной томографии, это значит тоже делается, но на первом этапе это либо флюорография, либо рентген. Берутся анализы крови, это общий анализ крови, биохимия и такой показатель, как D-димер, который, значит, показывает, как свертывающая система крови, да, в каком состоянии находится. Ну и все, как бы дальше уже по результатам этих обследований делается заключение, нуждается ли пациент в направлении на второй этап. А на втором этапе уже как бы проводятся такие углубленные методы, как эхокардиография, то есть ультразвуковое исследование сердца по показаниям, компьютерная томография органов грудной клетки и ультразвуковое сканирование сосудов нижних конечностей, тоже по показаниям, у кого какие-то выявляются отклонения, там, в частности по D-димеру. Страховые медицинские компании оповещают пациентов, подлежащих углубленной диспансеризации, к звонкам, СМС или по почте. Врачи напоминают, что диспансеризация позволяет своевременно выявить болезни, которые могут привести к инвалидности или преждевременной смерти. Во время пандемии не стоит забывать и о профилактике неинфекционных заболеваний. В борьбе с ними крайне важна ранняя диагностика. 7 декабря отмечается Международный день гражданской авиации. В честь праздничной даты и в рамках профориентационных мероприятий интинские школьники познакомились с профессией летчика. В школе номер 9 прошел необычный урок встреча с настоящими пилотами авиалайнеров международных рейсов и заслуженным пилотом России, который провел в воздухе около 24 тысяч часов. Урок прошел в рамках цикла «Встреч человек и профессия». Инициаторами проведения мероприятия выступили юноармейцы, учащиеся общеобразовательных организаций ИНТы. Идея зародилась у детей юноармейцев, которые вошли в состав совета при региональном штабе. Один парень из гимназии номер 2 и парень из 9-й школы. У них достаточно большое количество идей, и одна из них – это провести мероприятие к Международному дню гражданской авиации. Ну, так получилось, что мы как бы сообща, собравшись в коллективе, в школе, присоединился к нам ДОСААФ России, издательство «Искра», которые оказали огромную помощь в организации данного мероприятия. Мы составили такой план, что будем рассказывать ребятам, не просто рассказывать и показывать какие-либо презентации, но решили устроить видеоконференц-связь с пилотами другого города, с которыми попытаемся выйти в скайпе. Кроме этого, мы пригласили начальника Интинского аэропорта, который бы нам рассказал о том, что будет происходить, что они делают, чем они занимаются,
какие самолеты к нам прилетают, какие вертолеты есть в нашем парке, авиапарке, в Коми Авиатранс. ДСАФ России когда-то, 95 лет назад, было задумано с целью заниматься с населением военно-прикладными, военно-патриотическими мероприятиями с населениями всей страны. И, в частности, наша Интинская автошкола продолжает эту традицию, и мы рады, что эти мероприятия удаются, они неоднократные. К нам подключились многие организации города, мы благодарны всем жителям, всем активистам, всем организациям, которые помогают, содействуют, активно участвуют в этих мероприятиях. Мероприятия неоднократно случались и в прошлых годах, и мы ждем ближайшее мероприятие, которое состоится в декабре этого года. Приглашаем всех активных, позитивных людей, которые готовы принять участие и физически, и морально, и материально. Многие мальчишки мечтают стать летчиками. Но что нужно знать об этой профессии, об ответственности, которая возлагается на пилотов, какое должно быть здоровье, стоит ли браться за такое серьезное, но непростое дело? Все эти вопросы интинские школьники могли напрямую задать пилотам, которые приняли участие в мероприятии по видеосвязи. Работа пилота – это постоянный риск, а работа пилота самолета – риск не только своей жизнью, но и огромная ответственность за жизни людей на борту и груза. Как удается соблюдать спокойствие во время полетов? Спокойствие в полете? Должная физическая подготовка, моральная выдержка и хорошие теоретические знания позволяют сохранять спокойствие, выдержку и безопасно выполнять полет. Поэтому не стоит думать, что там много людей, сзади ответственность большая, надо просто делать свою работу, стараться максимально качественно, и все сложится благополучно. Спасибо. Казимир Анетько, заслуженный пилот России, директор Интинского аэропорта, рассказал школьникам о работе воздушной гавани Приполярья, которая была основана в 1968 году. В то время производились полеты местного значения, имеется в виду поселок, это маленький самолет Ан-2, вы встречали его на картинках. Иногда здесь у нас появляются в нашем воздушном пространстве. Далее выполнялись полеты, у нас был даже международный рейс на самолете Як-40. Это Интан, Ухта и Московский аэроузел, это Быков аэропорт. С частотой рейсов вначале 3 рейса в неделю, а потом ежедневно. Это при советское время, если кто-то, может быть, и помнит. Родители, наверное, хорошо помнят. Также выполнялись ежедневные рейсы у нас в Сыктывкар на самолетах Ан-24, Ан-26. Выполнялись у нас, у нас географическое расположение очень удобное, арктические рейсы Ан-74, Ан-72, которые производят разведку в Антарктиде. Казимир Юльянович работает в Интинском аэропорту более 40 лет. Начинал пилотом-инструктором, был командиром. За его плечами 23 780 часов, проведенных в небе. Опытный пилот рассказал школьникам, на каких воздушных судах работали раньше и на каких сейчас. У нас вот сейчас появилась более современная новая техника. Это Л-410, чешская машина. Намного экономичнее, намного неприхотливая для эксплуатации при отрицательных температурах, при высоких температурах. Выполняем полеты в Сыктывкар. Он является рейсовым самолетом. И вот ушло время, как говорится, летал у нас Ан-2, хотя есть уже в программе в Коми Республике, чтобы вернуться к старой схеме, более модернизированная на базе Ан-2, это Байкал, Ан-2, 2П, не поршневой двигатель, а турбовинтовой. Вместимость такая же, но зато полет более
выполняется в условиях более изолированной, бесшумной, и скорость полета увеличена даже в 1,5 раза. Вместо 160-170 километров он скорость выполняет 190-270 километров в час, в зависимости от полетной массы, от загрузки. Профессия летчика романтична и престижна. Интересная работа прельщает не только юношей, но и девушек. В наше время это вполне осуществимо. Летчики делятся на несколько типов. Есть пилоты гражданской авиации, есть военные, есть пилоты вертолетов. Выучиться на летчика можно в ВУЗе или СУЗе после 9 или 11 класса. Беспрепятственно, как мужской пол, так и девочки могут себе позволить. И хочу сказать, вот в этом году с Коми Республики где-то поступило 5 человек на факультет летная эксплуатация воздушного транспорта. Это закончат по окончании будут эксплуатация, или это будет Боинг, либо это будет Airbus, ну, солидное, красивое воздушное судно. Есть и военные учебные заведения, поступают ребята, что очень отрадно. Некоторые выбирают направление техносферной безопасности и вообще безопасности, потому что, как бы, ну, сами понимаете, юноармейцы – это те, которые как раз-таки развивают в себе навыки, которые пригодятся им в будущем именно в этих направлениях. Управлять воздушным судном, проводить рабочий день над облаками, смотреть на мир с высоты птичьего полета и постоянно путешествовать – для многих это работа мечты. Однако, чтобы попасть в эту профессию, нужно очень сильно захотеть и преодолеть определенный путь. Требования к подготовке и навыкам пилотов с каждым годом растут и обновляются. Коллектив одного из дошкольных учреждений Инты весело и дружно провел выходной день, сразившись в интеллектуальной игре, подготовленной сотрудниками Центра национальных культур. По задумке организаторов, участникам мероприятия необходимо было пройти несколько раундов и блеснуть знаниями в финале. Наш корреспондент Ольга Доценко расскажет, насколько сложные были все эти этапы и кто в итоге одержал победу. В Центре национальных культур прошла интеллектуально-развлекательная битва для сотрудников детского сада «Крепыш». Программа данного мероприятия была разработана еще месяц назад. И вот, наконец-то, удалось провести эту встречу. Этот квиз мы запланировали проводить в канун Дня народного единства. Но так как пандемия, мы ничего проводить не могли, мы начали проводить с Интинского политехнического техникума со студентов. Игра очень понравилась. Сделали садиком, нашим коллегам позвонили, они очень согласились. С вопросами нам помог Министерство национальной политики. Они разработали эту программу, слайды, сценарий, предоставили нам материал. И вот благодаря Министерству национальной политики мы проводим такую познавательную, на мой взгляд, интересную игру. Программа квиза приурочена к столетию Республики Коми и 155-летию со дня рождения выдающегося уроженца Коми края, писателя, этнографа, преподавателя Калистрата Жакова. Это значительная фигура в истории нашего края и по всей России. Он был уважаемым и авторитетным ученым, преподавал в Санкт-Петербургском университете и всю жизнь свою посвятил изучению и православию Республики Коми. Воспитатели и педагоги дошкольного учреждения разделились на 4 команды по 5 человек. Названия своим командам участники дали самые яркие – морожки, цветы, пионы и яркие звезды. Поддержать участников увлекательной игры, наполнить программу колоритом Коми, зарядом бодрости и хорошим настроением решили участницы ансамбля Коми песни «Мадес». Чужан мой, черек бы ты, век нотами олам была, ним как пырышком я чила. Юрте таны коми чила крылья, черни темны коми, сон я здоровья, а чум коми разлуч коми языки, коми чужан крылья. Вся игра была разделена на 3 раунда, названия которых дублируют названия самых известных произведений Калистрата Жакова. В первых 2 раундах командам предлагалось ответить на 10 вопросов по истории и географии Коми края и соседних регионов.
При этом времени на ответ давалось по минуте на каждый. Вопросы были общими для всех команд. Выполнение заданий проходило одновременно. В течение минуты участники команд бурно обсуждали варианты ответов, советовались, вели для себя записи. Некоторые вопросы действительно были очень сложные, такие довольно-таки на уровне. Некоторые вопросы мы сами недопоняли, и какие-то моменты мы пропустили. По истечению времени ответ записывался на листке без возможности внесения изменений. Причем при подведении итогов учитывалась точность и полнота формулировки ответа. Если ответ правильный, но не полный, его не засчитывали. По итогам 2 раундов, пока подводили промежуточные итоги, гостей и участников квиза радовал своим творчеством ансамбль «Мадеас». В последний 3-й раунд прошли лишь 2 команды. Финалистам необходимо было ответить на 3 вопроса также на время. По результатам игры лидером стала команда Мария Мольяс «Пионы». Не готовились, чтобы там днями, ночами. Мы просто собирались пару раз коллективно, обсуждали какие-то моменты. И в первом, как было видно, этапе мы немножко сдали, а потом, в принципе, взяли себя в руки и вырвались вперед. Даже как-то неожиданно получилось у нас. Коллектив детского сада «Крепыш» остался доволен выходным, проведенным в такой увлекательной, веселой и дружной атмосфере. Прошел недавно праздник, юбилей Республики Коми. Мы решили нашим детским садом принять так коллективное участие в данном конкурсе, в викторине. Сначала предполагалось, что будет 2 команды, но так как у нас очень сплоченный коллектив, мы решили собраться, у нас собраться целых 4 команды. Очень понравилось, действительно. Подтянули свои здания, история Республики Коми. Очень такой был азартный, был командный дух. То есть все очень понравилось. Спасибо Центру национальных культур за то, что они нас пригласили на эту очень увлекательную викторину. В коллективах мы давно уже с пандемией связаны, да, мы не собираемся, никаких таких мероприятий у нас не проходит, то есть мы мало общаемся. И это, оно даже было не для победы, а просто чисто для общения, провести время, чтобы получить какие-то эмоции. Сотрудники Центра национальных культур приглашают коллективы всех организаций и предприятий Инты, а также просто интинцев провести время также весело и с пользой. Мы приглашаем всех заинтересованных лиц, выдаем сертификаты за участие, то есть хотелось бы, чтобы все педагоги приняли участие всех общеобразовательных школ, также садики, но может и обычные жители Инты, которые бы хотели принять участие в этом квизе. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Смотрите новости на 5 канале, будьте в курсе значимых событий Инты. Всего доброго и до свидания.